В преддверии начала учебного года в Инте прошла комиссионная приемка школ, садов и гимназий, учреждений спорта и культуры. Представители мэрии и надзорных органов проверяют, как выполнен ремонт. Ксения Мишарина знает подробности. Представители комиссии в течение 3 дней оценивают готовность школы и детских садов Инты к учебному году. Смотрят кабинеты, пищеблоки, спортзалы. Особое внимание противопожарной и антитеррористической безопасности. В этом году у нас работают 2 комиссии. Мы одновременно принимаем школу к работе в новом учебном году. И работает комиссия по контролю, по обеспечению объектов культуры, спорта и образования антитеррористической безопасности. То есть 2 комиссии параллельно работают. Очень плодотворно. Мы уже работаем сегодня 3-й день. Завтра остался последний день. Будем смотреть объекты культуры. Ну и выводы вот за эти 3 дня, которые прошли, в общем-то, наши учреждения к новому учебному году готовы. И очень приятно. Сделан огромный объем работ ремонтных, текущих работ, проведена уборка. И также вот вопросы безопасности мы очень подробно рассматриваем. И если есть какие-то замечания у специалистов, конечно, эти замечания будут приняты руководителями и все будет исполнено. За лето практически во всех образовательных учреждениях Инты провели косметический ремонт, а где-то и капитальные работы. В 10-й школе 3 класса обновили основательно. Перетирка и водоэмульсионная окраска потолка, оштукатуривание, выравнивание стен и дальнейшая их покраска. В одном из кабинетов постелили новый линолеум. Объем работ большой выполнен. Капитально отремонтированы уже 3 класса практически. Вот 3-й заканчивают. Сделали во входной группе козырек, то есть полностью перекрыли его, облагородили металлом. И своими силами больше 8 уже классов сделали полы, покрасили где-то стены. Таким образом, к 1 сентября, конечно, все будет готово. С 1 сентября во всех школах страны введут еженедельную традицию поднятия российского флага с исполнением гимна перед началом занятий. Проверяющие интересовались, как и где оборудованы для этого площадки. Раз в неделю по понедельникам будет подниматься флаг, будет звучать гимн. Дежурный класс здесь будет стоять во время поднятия, а классы будут находиться у себя в кабинетах и слушать в этот момент гимн. И так как классы постоянно по неделе дежурят, соответственно, будет постоянная сменяемость. И те классы, которые будут дежурить, они будут здесь присутствовать. Ну и, соответственно, начальные классы здесь тоже будут. И раз в неделю будет таким образом проводиться процедура поднятия флага и прослушивания гимна. В школьном пищеблоке идет монтаж новой посудомоечной машины. Старый агрегат с 1994 года уже отработал свой ресурс. Эта столовая является базовой. Здесь готовят еду также для школы номер 5 и лицея номер 1. Объемы готовки здесь поистине имеют промышленные масштабы, поэтому посудомойка эксплуатируется ежедневно. На приобретение нового оборудования администрация округа выделила 537 тысяч рублей. В лицее номер 1 бригада штукатуров-маляров уже завершила работу в спортивном зале. Здесь протекала кровля, а в детском саду «Крепыш», где давно уже не было капитального ремонта, обновили пищеблок, входные группы, заменили радиаторы отопления и окна. В коридорах вместо старого изношенного линолеума уложили керамогранит. Ремонт косметический мы проводим ежегодно, но так как в этом году мы закрыты на летний период, поэтому мы провели вот такие, скажем так, грандиозные работы. Мы сделали 3 группы. Группа «Радуга», группа «Любознайки» и группа «Улыбка». Сделали кабинет учителя-логопеда и спортзал сейчас делаем, тамбура заканчиваем. Положили кафель керамогранит в входных при входе в 2 корпусах. В детском саду «Рябинушка» в рамках проекта «Народный бюджет» отремонтировали чашу бассейна и установили новый фильтр-насос. На 1-м этаже заменили окна, а также привели в порядок подсобные помещения, прачечный и полностью пищеблок. И машинное отделение, и там, где у нас происходит глажка белья, и кабинет костелянши. Заменили мы там все розетки, велись работы электриками в щите, заменили очень много автоматов.
Всего в этом году на ремонт и устранение предписаний надзорных органов в интинских учреждениях образования из местного и республиканского бюджетов выделена субсидия в размере больше 5 миллионов рублей. На безопасность выделено почти 2,5 миллиона. Сегодня все школы и детские сады Инты практически полностью готовы к приему детей. Остались последние штрихи и генеральная уборка помещений. Ксения Мишарина, Ольга Доценко, Данил Макаров, телеканал Юрган.